Доброе утро, наши ранние утренние телезрители. В эфире главного национального канала передача «Новый день». И с вами Евгения Гурулева. И Максим Гоголев. Сегодня долгожданная пятница, сегодня 28 февраля, и это не конец месяца. Да. Ну что ж, какие же сегодня даты отмечаются? В 1732 году в Петербурге открылся первый кадетский корпус. Императрица Анна Иоанновна утвердила представленный генерал-фельдмаршалом Минихом план устройства корпуса кадет. Первенство приема в кадетский корпус принадлежало детям дворян, офицеров и чиновников. Позже на базе кадетских корпусов были образованы сухопутные и морские кадетские корпуса. Вскоре после Октябрьской революции в 1917 году кадетские корпуса были упразднены. До 1925 года продолжали действовать в эмиграции морской корпус Бизерта и Хабаровский корпус Шанхай. В советское время действовали Суворовское и Нахимовские училища, продолжавшие традицию дореволюционных кадетских корпусов. Их филиалы были открыты в нескольких городах. В настоящее время в России кадетские образования возрождаются. Помимо суворовских и нахимовских училищ действуют и другие кадетские корпуса, школы, классы и тому подобное, и так далее. Ну а сегодняшнюю дату мы, дамы, должны особенным образом отпраздновать. Дело в том, что в 1934 году американский химик Уоллес Хьюм Карозерс синтезировал полиамидную смолу. На ее основе Карозерс с группой химиков из этой же лаборатории создал новое синтетическое волокно. Это первое в мире синтетическое волокно, получило название нейлон или капрон на русский манер, то, из чего сейчас делают колготки. В 1939 году нейлон поступил в продажу в одном из универмагов Вилмингтона в США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день распродажи было продано 5 миллионов пар этих чулок. Надо заметить, что капроновые колготки были в разы дешевле имеющих тогда ход шелковых чулок, а значит доступнее и, скажем так, все хотели их иметь, и все их покупали, и все их носили. Революция. Ну и пусть они не рвутся. Да. Ну что ж, мы хотели бы напомнить, что в прямом эфире работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. По этому номеру вы можете поздравить своих близких, родных, друзей, либо поделиться с нами какой-нибудь интересной новостью. Не ленитесь, пишите, мы зачитаем. Да. Что ж, далее узнаем, какая погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах минус 11, минус 17 утром, днем минус 7, минус 12. В Заречных минус 13, минус 27, днем минус 8, минус 18. В Южных минус 18, минус 21, днем минус 9, минус 10. В Вилюйских группы Улусов минус 18, минус 23, днем минус 9, минус 14. В Нижнеленских минус 16, минус 22, днем минус 12, минус 16, в Западных минус 14, минус 19, днем минус 7, минус 12, в Колымо-Индигирских минус 12, минус 26, днем минус 10, минус 18, в Янских минус 16, минус 22, днем минус 15, минус 18. На северо-западе минус 12, минус 26 и днем минус 12, минус 20. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 15 градусов, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер западный 2,5 метров в секунду, днем ожидается отличная погода, днем ожидается минус 8, минус 10 градусов. Погода нас балует, весна, по-моему, уже пришла, да, Максим? Ну, а что еще создает прекрасное настроение? Конечно, прекрасная музыка, особенно классическая, рекомендуют слушать ее регулярно. Она, говорят, даже гармонизирует ритмы организма. Ну что ж, сегодня мы поговорим о Международном дальневосточном симфоническом семинаре «Форум Молота» с Ярославом Судзиловским, композитором, председателем Международной гильдии молодых музыкантов «Международ Молот» Российского музыкального союза. Ярослав, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, на самом деле, да, музыка — это прекрасно. Музыка — то, что нас образует, то, что создает настроение не только души, но настроение целых поколений. Расскажите о себе, потому что все-таки, наверное, музыканты знают вас прекрасно, но широкий зритель не совсем знаком. Кто вы, чем вы занимаетесь и чем знамениты? Похвалите себя. Я композитор. Чем я занимаюсь? Ну, композиции, сочиняю музыку. Так, в принципе, у меня биография достаточно обширная. Здесь можно говорить и о
каких-то моих достижениях в области и образования, и, собственно, сочинения музыки, потому что я автор новых направлений в искусстве, автор новых систем нотации, систем современного исполнительства, то есть новых инструментов, у меня препарированный Ну, виолончель. вы в музыке, То есть огромное, если так так сказать, брать с самых азов обучения, уже 35 лет, вы виолончелист, музыкант сам с большой буквы, и преподаете, и пишете музыку. А что за образование такое молодых композиторов в Ну, России? «Молот» — это молодежное отделение Союза композиторов, изначально было оно создано так в 2009 году, и в прошлом году у нас был юбилейный год, очень большой. Значит, а сейчас это уже международная гильдия молодых музыкантов. Фактически это такая международная молодежная корпорация для молодых композиторов, исполнителей, музыковедов, музыкальных критиков, дирижеров. Собственно, такой цех, где производится современное музыкальное искусство нового поколения, вот именно генерации авторов 21 века. Сколько вас? Да, туда может Сколько попасть вас, любой? да, в Нет, организации? конечно, не любой, но это профильный человек, например, начиная с первого-второго курса вузов, они могут участвовать совершенно спокойно, мы принимаем их на коллегии, у нас организации, у них 48 отделений по всему миру. В скольких странах? 15 стран, О, вас очень много. да, а якутское было создано одной из первых, 10-й год, в этом году 10 лет Сахамолоту. Ну, то есть, получается, вы у нас не впервые. И расскажите вот в этот раз о программе семинара. Ну, я у вас не впервые. Да. 10 лет уже к Да, нам дело в том, ездите. что мы еще с покойным Владиславом Игоревичем Казениным приезжали в Якутск на юбилей Союза композиторов Республики Саха. Это был 2010 год. Собственно, тогда мы открыли наше якутское отделение. И с тех пор, как так получилось, что Саха Молот очень активно стал участвовать в международных проектах и проектах нашей организации. Поэтому периодически, естественно, мы в Высшей школе музыки делали проекты разного рода. А в этом году уникальность мероприятия в том, что впервые, наверное, за всю историю якутской музыкальной культуры мы собрали в Якутске композиторов с 4 континентов. У нас 20 участников форума и география от Колумбии до Монголии. И все приехали. Все колумбийские, иранские, норвежские композиторы, польские композиторы, немецкие композиторы, монгольские композиторы, и регионы Российской Федерации. То есть такая огромная совершенно транснациональная география. Я хочу поблагодарить Российский музыкальный союз за поддержку наших проектов, за поддержку наших образовательных систем, и Высшую школу музыки, за то, что мы уже четвертый год проводим здесь международный дальневосточный симфонический семинар-форум. Это крупнейшее композиторское так сказать, мероприятие в данном регионе и вообще по современной музыке. Очень приятно, что в этот раз был также уже и симфонический концерт в рамках проекта, и фестиваль «Диалог Евразия», и с нашего 4-го международного форума мы так объединить решили усилия, и были представлены публике сочинения наших мастеров, очень разных композиторов, тоже из 5 стран. Ну и ваше очень сложное произведение исполнили ведь, да? Да, Расскажите, Якутская как филармония справились? взяла, так сказать, на себя такую миссию исполнить божество. Это сложное сочинение, действительно, партитура очень сложная. Это 3-й раз в жизни его вообще берут на исполнение. Вот, ну да, я поздравил их, молодцы ребята, очень хорошо. Ну вот вы говорите современная музыка. У большинства это ассоциируется, наверное, с поп-музыкой. Ну да. Но вы говорите о современной классической музыке. Вот каковы ее пути развития сейчас в 21 веке? Вы понимаете, это вот термины оба неправильные, потому что поп-музыка — это поп-музыка. Она может быть современной, а может быть и не современной поп-музыкой, кстати сказать. То же самое, что современная музыка не является классической музыкой. Это тоже такое, знаете, клише небольшое. Современная музыка — это музыка, которая создается сейчас и здесь, в нашу жизнь. Она может быть совершенно различных стилистических направлений, жанровых направлений. У нас сейчас такое время, когда мы свободны абсолютно в плане выбора и в плане реализации наших идей каких-то творческих, понимаете, это, мне кажется, очень важным. То есть это может сформировать новую личность 21-го столетия. Я очень надеюсь, что и наша организация, и наша образовательная система хоть как-то, хоть какую-то толику вклада в это внесут, потому что все-таки уже за 10 лет 6 выпусков консерваторий по всему Советскому Союзу бывшему, это отличие нашего объединения. Ну, а нет ли у вас такого ощущения, что действительно музыка растет, музыка развивается в профессиональной среде, а основные массы, они, ну, скажем так, Ну, остаются за бортом по своему или по Вещь какому-то там... непостоянная, скажем так, да? на Кто, самом масса? деле.
Они Массы, постоянно да. есть. Как внедрить, скажем так, музыку лучшего образца для большинства, чтобы она была доступна? Ну, от самих людей очень много зависит. От их воспитания собственного, от их семейного воспитания, традиций каких-то, допустим. С чего начинать слушать? С каких произведений? Вот это очень сложный вопрос. У нас только индивидуально. Если мы говорим о музыкальном образовании, то это, конечно, детей никогда не спрашивают, потому что это Ну надо да. с 3 лет учить, Да, а конечно. потом будет поздно. То есть музыка и балет — это два таких очень тоталитарных вида деятельности в искусстве, которые связаны с формированием как физиологии человека, потому что там руки ставятся под, там ноги ставятся. То есть, соответственно, вот такая ситуация, это не живопись, не литература, когда можно, знаете, вот Нарастить. Фантазировать. прилетела, так сказать, муза и пошел писать. Тут такого не получится. Ну, а как Хотя в самому композиции бывают такие случаи Как самому уникальные. стать слушателем? Слушать? С чего начинать? Ну, я не знаю. Что вам нравится, того и начинаете. У меня вот такой вопрос. Да. Что вам запоминается и что вам нравится у якутских музыкантов? Да. Ну, мне вообще Якутия очень нравится. Дело в том, что это совершенно уникальный край. Мгм. Он мне по климату подходит, потому что я кашляю часто. И европейский сырой климат, особенно Польша, Беларусь, Москва, вот, собственно говоря, там, где мы А обитаем. у нас комфортно. У вас сухой как-то вот в этом Мгм. плане мне здесь я Ну, а музыка? перестаю кашлять. А музыка, конечно, прежде всего очень важна и интересна культура народа Саха, сама по себе национальная культура. Поэтому, когда мы открываем культуру этого народа, кстати, сегодня на форуме «Якутский день», именно сегодня у нас знакомство с культурой, с этнографией, с якутским кинематографом. Если есть у кого желание, в высшую школу музыки, приезжайте. Можно Открытые лекции абсолютно. Ну, вот. А музыке якутской, традиционной музыке очень нравится. Да, что касается академической, молодцы, да, конечно, замечательно, есть композиторы, Ксенофонт Владимир, Кирилл Александрович Герасимов. Ну, есть люди, которые очень стараются и действительно талантливы. Ну, Ярослав, большое спасибо, что пришли. Большое Я спасибо. Вам надеюсь, что мы спасибо еще с вами большое. встретимся, что вы к нам поскорее еще приедете. Спасибо большое. Друзья, ну а мы продолжаем наш эфир. Сегодня 28 февраля, и это не последний день февраля. Этот год високосный, и в связи с этим есть очень много суеверий, особенно касается тех, кто родился 29 февраля. Что об этом думают современные родители? Давайте посмотрим. Мне 3 года. Трехлетний Давид, согласно приметам и народным поверьям, особенный ребенок. Он появился на свет 29 февраля. Нет, По скажи, правилам летоисчисления празднует свой день рождения только раз в 4 года. Причина в звездах. Вокруг Солнца Земля оборачивается за 365 суток и еще 6 часов. Несложно подсчитать, что через 4 года набегает ровно 24 часа, то есть полноценные сутки. Их в свое время Юлий Цезарь и велел добавить к февралю, чтобы систематизировать календарь и не отставать от космических процессов. Во всем мире рожденных 29 февраля насчитывается около 4 миллионов человек. В прошлый високосный год в Якутии в этот день на свет появилось 17 малышей, среди которых и Давид Яковлев. Я не знала, ну, предположительно говорили в начале марта, но я не ожидала, что 29 февраля, да. На самом деле, понедельник был как раз запланированный день, потому что в пятницу сказали, что у меня кесарева родила, да, из-за этого в понедельник рожаешь. А я такая, понедельник же 29, говорю, а невозможно на 1 марта перевести еще так. Ну, ребенок же 4 года один раз, получается, день рождения справляет. Нет, это уже по плану, уже, как бы сказали. Ну, хорошо, говорю. Так, по плану, то по плану. И в этом году у него будет, можно сказать, Первый день рождения, да, дату, первый день рождения, ему исполняется 4 года, вот. Ага, и все время мы брали только 1 марта день рождения. Рожденные 29 февраля по знаку зодиака Рыбы. Согласно астрологии, они молоды душой и телом, воспринимают окружающий мир с детской непосредственностью, по натуре эмоциональны и чувствительны. Могут реализоваться в сфере искусства, медицины, психологии и педагогики. В конечном итоге появление ребенка на свет уже само по себе чудо. А значит, если и верить в магию чисел, то только в пользу счастья и любви. А нам следует порадоваться возможности прожить раз в 4 года еще один день. Здесь очень милый ребенок, и, ну что выгодно, каждые 4 года отмечается его день рождения. Я бы отмечала ребенку день рождения 1 марта, без Вот. всяких суеверий. Вот у меня завтра, у моей тети Натальи, завтра будет 15 лет.
всего лишь. А Умножить на 4. старшему сыну где-то 36, по-моему, было. Вот так вот. Военно-школьная маршировка сегодня колыбель командного духа для всех детей. Это любовь к родине и понимание, что родину стоит защищать, что родина есть мы. Конкурс школьной маршировки – это всегда очень волнительно для детей, так как тут ярко выражаются способности детей к командному действию. И когда даже если один ребенок отстает от строя, то это в минус всей команде. Поэтому, чтобы не подводить весь класс, дети выкладываются на все 100%. Особенно, если маршировка, приуроченная ко Дню защитника Отечества, выпадает на юбилейное 75-летие Великой Победы. Это мероприятие проводится традиционно каждый год в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Традиционный смотр-конкурс, в котором участвуют все наши классы, и начальная, и средняя школа. Поэтому вот сегодня у нас такой большой праздник. Патриотическое воспитание вообще – это основа нравственного воспитания. Поэтому человек должен любить свою родину и в соответствии, значит, совершать такие вот патриотические поступки. Любовь к родине – это истинное наше, вот все родное, именно российское, быть патриотами. Поэтому уметь защищать родину – это первое дело, которому нужно учить в школе. Конечно же, в связи с таким днем хотелось бы всем нашим участникам пожелать успехов в данном конкурсе. Это все-таки смотр, да? Пусть победит сильнейший. И, конечно, мы готовимся целенаправленно к 9 мая. Это святой праздник, День Великой Победы. Поэтому много мероприятий проходит, и одно из них – это вот это наше мероприятие. От всего действия веет искренним военным патриотизмом, так как дети, переборов волнение, маршируют по четко выстроенному маршруту. При всей сложности судейская коллегия беспристрастно оценивает выступления юных патриотов. Есть несколько критериев по оцениванию команд, то есть дисциплина в строю, строевая подготовка, действия командира. Особенно для командира это командный голос и его четкие решения. В мое армейское время, как сказать, вспоминаю с трепетом, потому что это было очень хорошее время и очень познавательное даже. Было жалко, что только год. Хотелось бы подольше, но был год. Военный патриотизм – это, как патриотизм, это все равно то, что навыки, то есть строевой подготовки, разборки, сборки всяких автоматов, знания, званий. Конечно, это с малых лет будет очень даже хорошо, грубо говоря, с 5 классов можно начать даже. Я считаю, что патриотизм надо обучать с малых лет, это считается с 5 класса даже или из детского сада. Но военному патриотизму это уже со школы. Военная маршировка, это значит дисциплина, быть командой как единое целое, слушаться командира и слушать друг друга. Это помогает нам общаться с друг другом, находить общий язык, дружить. Патриотизм – это любить свою родину, защищать ее. Патриотизм воспитывается с детства. Любовь к родине – это основа морального воспитания любого гражданина своей страны. Военный патриотизм же добавляет уверенности, собранности и мужества в это поистине достойное чувство долга перед Родиной. Максим Гоголев, «Новый день», Вилюйск. Так что учите детей патриотизму с малых лет. Да, действительно. Ну а программа «Новый день» продолжает свой эфир. И у нас постоянная рубрика «Пусть мама придет». Сегодня герой нашего сюжета – 9-летний Влад. Открытый, добрый, отзывчивый мальчик. Он мечтает попасть в семью, где его будут любить, где о нем будут заботиться и дарить тепло. И чтобы там обязательно были мама и папа. Знакомьтесь, Влад. Мальчик находится в учреждении чуть больше года. Открытый и добрый, он покоряет всех своей улыбкой и всегда позитивным настроением. Владику 9 лет. Влад ходит у нас в 3 класс. Очень нравится ему ходить в школу. Влад у нас по характеру очень спокойный, доброжелательный, ласковый. Легко идет на контакт, любит рисовать, собирает конструктор Лего, смотрит мультфильмы, любит помогать по дому очень. Посещает кружки, радужную мозаику, робототехнику, поет вокал. В проводимых мероприятиях детского дома и семьи принимает активное участие.
Владик у нас очень аккуратный мальчик. У, ма, мы, сын, сын, са, он, мал, у, ма, вы, су. Влад, ты что любишь делать? Играть. А во что любишь играть? Игрушки, А какие игрушки? машинки, пушишка, зайчик, синенькой, елки спрятался. Много-много радости детям принесла. У Влада диагноз ДЦП. Когда он поступил в центр год назад, он не мог ходить, а сейчас так зажигательно танцует. И мы надеемся, что Влад обретет семью. Но мы надеемся, что у Влада будет семья, где его будут любить и заботиться о нем. 21 февраля 2020 года, накануне Дня защитников Отечества, в уютных стенах нового здания среднеобразовательной школы номер 25 прошел финал первого муниципального профессионального конкурса учителей технологий «Новый учитель. Новые возможности». И у нас в гостях Петмар Васильев, учитель технологии Саха-политехнической школы, который стал, собственно, победителем, и Туяра Ларионова, учитель технологии 29-й школы. Доброе утро. Доброе утро. Как у вас настроение? Ну, первый, наверное, да, такой вопрос. В мои времена был такой предмет труды. А как они превратились в технологии, что изменилось? Ну, конечно, раньше вот этот предмет назывался домоводство. Для девочек. Для девочек. Технический труд для мальчиков. Потом он превратился в трудовое обучение. А далее он стал вот именно технология. А что вот поменялось? Название поменялось, а что еще поменялось? Ну, до 2018 года в основном содержание ничего не менялось. Ну вот начиная с 2018 года, когда Владимир Владимирович Путин в стратегических задачах развития страны, он прописал, ну и наказал, чтобы вот именно урок технологии поменял свое содержание. И начиная вот с этого года у нас начались изменения, и в 2019 году у нас появился новый учебник, и содержание в нем, конечно, поменялось. В связи с тем, что у нас появились очень много новых технологий, это робототехника, 3D-моделирование, прототипирование, работа на фрезерных станках. Это все для мальчиков или для девочек? Это все для девочек. У нас теперь нету вот, в основном то есть мы не варим, гендерного развития. Да, различия у нас нету. вообще нету. Да. И может учиться мальчик у девочек, потому что там у нас очень такой интересный предмет, направление кулинария называется, да? Токарь Кристина, да? Там, и повар Иван. Ну, шеф-повар обычно мужчины. Да, ну и дизайнеры тоже в основном. Тоже Расскажите вот про этот конкурс «Новый учитель. Новые возможности». Как он проходил, в какой концепции он был? Ну, вот мы тоже подумали, как же нужно сделать так, чтобы наши учителя именно развивались, активизировались. И одним из таких способов является конкурс, кроме учения, да? На курсах, на семинарах. Ну и вот этот конкурс мы подумали, что нужно сделать так, чтобы он был у нас практикоориентированный, чтобы набирался материал. И благодаря вот Тамаре Николаевне, это Попова, заместитель начальника управления образования, она потребовала, чтобы у нас вот именно такое и было. Чтобы создали что-то новое, чтобы да? Профессиональный ваш конкурс. Да. И чтобы этими материалами у нас пользовались все учителя не только города, но и обмен республики. опытом, да, получается? А? Вот обмен опытом. Да. Петмар, да. Петмар, да. Вы стали номером 1. Расскажите, каким образом, да. Ну, я, конечно, во-первых, очень
старательно Подготовились, подготовился. да. И сразу я настроил себя к победе. Мгм. Да. Это очень правильный Ну, подход. Потому что у меня стаж большой, да, многолетний труд, и как-то надо было это показать. Мгм. Ага. Ну вот этот конкурс мне тоже очень помогло. Я вот мне стала вот возможность, Дайте, пожалуйста. да, возможность мне стала вот свой опыт показать, а Мгм. также перенять у конкурсантов тоже. А у как них вы опыта. рассказывали? У Да. вас был какой-то момент презентации или Да. что-то на практике Да, вы это демонстрировали? в ноябре у нас первая это сама презентация была. Мгм. Сняли видеоролик, Мгм. и там показывали в основном, ну, чем занимаюсь ну, обыденное время, Мгм. это, Ага. кроме школы. Мгм. Вот. Мгм. В основном То вот есть так, полностью вот о так вас, было, да? Ага. Полностью у нас. А потом было это видео. С уроков, да, Да, видимо? да, видеоурок показывали. Сняли урок, все это дело. Потом дальше это было мастер-класс, последний этап это было. А что у вас да, было на в феврале. мастер-классе? Чему учили? У меня мастер-класс, я мастер-класс свой посвятил к 75 лет Победы. Мгм. Вот, поэтому мы, ну, сначала у меня сын, да, растет, Мгм. 11 лет, в 5 классе учится, в Ага. Саха-гимназии. И вот мы задумали как-то вот так, подарочек делать. да. Ага. И вот посоветовались, и мы сделали танк. Ну, танк, Ага. игрушку Мгм. Мгм. из дерева. Мгм. Ага. Ну, вот про это и я Этому и учили на видеоурок, мастер-классе, да, ага, получается? видеоурок это снял, все это показывал. Ну, с самого начала было это не сразу урок, а мы ходили даже в Площадь Победы, да, там танк стоит, же ведь, да, памятник сравнении, танк. да, То есть это ваше да, видео было такое да, подробное? Да, конечно, да. Петмар, ну как вам ваши соперники? Все сильные? Соперники, да. Ну, соперники, они ребята молодые. Конечно, у них, как сказать, сейчас они же с компьютером Да, у них хорошо больше новые владеют, да, новые технологии осваивают. Вот поэтому было, конечно, перенять у них тоже опыт. Петмар, Было у меня вот такой интересно. вопрос. У вас большой опыт в образовании, да? Да. Насколько изменились дети, скажем так, Ну, за последние 20 лет. за последние 20 лет? Дети, которые сейчас учатся, и дети, которых вы учили в начале? Да. Ну, конечно, да, конечно, разница есть большая. Мгм. Раньше у нас вот называлось урок труда же, ведь, да? Да. Вот. В основном вот учили в основном вот как инструмент Бытовым инструментом инструментом. пользоваться. А сейчас не такое время, сейчас уже век технологий, вот поэтому инноваций, вот поэтому сейчас уже надо и с компьютером работать. У нас есть вот компьютерная графика, например, да, 3D, это моделирование, Спасибо. SketchUp. Спасибо большое, что Спасибо пришли. Еще большое, раз да. поздравляем с победой. Ну и будем надеяться, Спасибо. что вы нас порадуете новыми результатами. Не переключайтесь. Доброе утро, друзья! Вы смотрите НВК Саха, программа «Новый день». С вами Максим Гоголев. И Евгения Гурулева. Да, давай посмотрим, что нам Что там ж, отправили. Да, у нас есть одно сообщение. Доброе утро, новый день. Привет. Сегодня нашему младшему внуку Ксенофонтову Оскару исполняется 10 лет. Он ученик 3 класса в 17-й школе. Отличник учебы, шашист, вместе с братом занимается северным многоборьем. Имеет спортивные успехи. Желаем нашему внуку идти по жизни целеустремленно, достичь своих целей и стать достойным гражданином Родины. Дедушка и бабушка. Оскар, с днем рождения! Поздравляем тебя! Да, оскароносный ты наш Оскар. Поздравляем. Что ж, далее хотели бы передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей.
Здравствуйте, в прямом эфире новости, в студии Андрей Погорелов с информацией к началу дня. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил кураторам регионов с непростой социально-экономической обстановкой внести до 10 марта в правительство программы для создания условий опережающего роста. Во время недавней рабочей поездки в Курганскую область глава Кабмина утвердил индивидуальный план развития региона. Подобная программа будет разработана еще в 9 субъектах страны. В случае успешного выполнения этими регионами соответствующих мероприятий они смогут рассчитывать на выделение дополнительной суммы 5 миллиардов рублей. Эти средства предусмотрены в рамках национальных проектов на инфраструктуру, образование, модернизацию первичного звена здравоохранения. Фактически на сегодняшний день эти средства предусмотрены в рамках национальных проектов на инфраструктуру, образование, модернизацию первичного звена здравоохранения. Но этого, конечно, явно недостаточно для стимулирования опережающего экономического роста. Нужны более активные меры для повышения доходов, создания новых рабочих мест, оздоровления экономики. И нам необходимо добиться сбалансированного развития регионов, о чем неоднократно говорил президент России Владимир Владимирович Путин. Изменения в закон о мерах соцподдержки для детей войны внесли в ходе заседания Госсобрания Илтумен. Теперь в категорию «Дети войны» будут включены и могут получать социальную поддержку от государства граждане, родившиеся и не достигшие совершеннолетия до 31 декабря 1945 года вместо 3 сентября, говорится в сообщении. Отмечается, что детям Великой Отечественной войны региональным законом предоставляются меры социальной поддержки в виде денежных выплат и оплачиваемых поездок на лечение. Кроме того, в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Нерюнгринская районная администрация из бюджета выдаст единовременные выплаты гражданам, проживающим на территории района, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны по 100 тысяч рублей, вдовам погибших участников войны и людям, награжденным знаком жителю блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами, по 30 тысяч рублей. Также вдовам умерших участников войны по 20 тысяч, ветеранам тыла по 10 тысяч рублей. На сегодняшний день в Нерюнгринском районе проживают 132 ветерана и приравненных к ним категорий граждан. Для того, чтобы получить выплату, нет необходимости обращаться в Нерюнгринскую районную администрацию. Данное начисление произведем по факту назначения, прямым переводом. В Аймиконском районе преобладает малый бизнес. Это в основном розничная торговля и услуги. Расширенную встречу с предпринимателями Усть-Ныры провела министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких. У бизнесменов накопился ряд вопросов, которые и были озвучены на этой встрече. Говорили и о необходимости открытия в районе сервисного центра по обслуживанию торговой техники и о нелегальном бизнесе. Кроме того, предприниматели района получили информацию о новых мерах поддержки. Разговор получился конструктивным. Я очень рада, что здесь есть такие же активные люди, которые действительно, которым не все равно на то, как будет развиваться район, которые ведут свой бизнес, ориентируясь на социально-экономические показатели всего района и создают новые рабочие места. Впереди еще много важной и актуальной информации. Не переключайтесь. 2020 год юбилейный, мы празднуем 75 лет окончания Великой Отечественной войны. И очень приятно, что повсеместно и по республике, и по всей России идут различные акции. Сегодня мы поговорим об акции «Спасибо героям, спасибо солдатам». 10 Б класс школы номер 1 города Якутска запустит сегодня проект «Спасибо героям, спасибо солдатам». О том, что это за проект, ребята нам сегодня расскажут. У нас в гостях Николай Николаев, ученик 10 Б класса средней школы номер 1 города Якутска, Мичие Еремеева, ученица 10 Б класса средней школы номер 1 города Якутска, и Ольга Григорьева, основатель и владелец компании «Камелек». Доброе утро, друзья. Доброе утро. Доброе утро. Компания «Камелек» выступает гарантом реализации проекта. Расскажите, почему вы взяли именно этот проект? Ну, всем доброе утро. Скоро у нас самый великий главный день, День Победы, 75 лет. И вот замечательные дети, Николай и Мичияна,
Они вот Николая мы знаем давно, уже со времен нашего фестиваля «Зима начинается с Якутии», когда он участвовал в палитре «Зимней Якутии» и стал победителем нашего конкурса «Палитра Зимней Якутии». Вот смотрите, он нарисовал ну, там еще были другие зимние рисунки, да? И вот мы узнали, что он нарисовал 24 героя Советского Союза. Вот Портреты, да? портреты, вот они у вас Вот тут чтобы лежат. вы, друзья, да, что- представляли, целая большая коллекция, да? стопочка, коллекция. Да. Все не И вот сможем этот- показать, да. но, к сожалению. И вот это вот делает ученик 10 класса, ребенок, да, который ходил в художественную школу. И мы решили это поддержать, наше подрастающее поколение, и сделать серию открыток. И сейчас вот о своем проекте они сами расскажут, что там будет, и мы просто поддерживаем их начинание и будем вот это все поддерживать. Ну что ж, Николай, расскажи, как ты пришел к такой идее Да, нарисовать почему- 24 героя? Почему именно эти персоны? Ну, начнем с того, что мы запустили проект, и нам надо было нарисовать 24 портрета героев Советского Союза. Ну, для меня это было сложно вначале, потому что я прежде не рисовал столько портретов за такой короткий срок. А срок какой был? Ну, вроде бы 2 недели было. О боже, Да. по два, по три Ну, чем портрета быстрее, в тем день? лучше было, да. Я начал рисовать, но нам повезло, то, что Я покажу, был да? карантин. Конечно. Да, был Повезло с да. карантином. И сначала я рисовал по одному портрету в день. Ну, потом понимал, что типа, я не успею. Надо ускориться, да. Да. Ночами напролет сидел в итоге. Ну, сначала рисовал по одному портрету. А потом ускорил темп и начал рисовать по 2, по 3, по 4 портрета в день. 24 персоны, 24 судьбы. Ты что-то успел прочитать про них, как-то Ну, я там изучить их? Смотрел Википедию некоторые, ну, чтобы понимать, кого я рисую. Мгм. Ну, я рисовал по 4 портрета в день, и таким образом уложился за 2 недели. Молодец какой. И вот эти, они будут открытками, да, получается? Да, они будут в виде открыток, познавательные, чтобы население знало своих героев, как говорится, в лицо. То есть там И будут с задней какие-то сведения стороны, о них, да, да, еще? сведения о них, конечно, и с задней стороны будут патриотические песни о войне. Потому что вот сейчас они про проект расскажут, Да, бу- да, да, будет, да, да. Да, Мичия, расскажи про свой проект «Спасибо героям, спасибо солдатам». Герой, кто это для тебя? Ну, герои — это все участники Великой Отечественной войны, мы все их считаем героями. Во время войны удостоены были звания Герой Советского Союза всего 11 144 человека. И из них только 24 из Якутии. Стоит уточнить, что из Якутии они были призваны, то есть военкоматом. А на самом деле они работали здесь, может, и были из разных регионов. Да, ну была своя жизнь, скажем так, да, совсем разная. Насколько тема Великой Отечественной вот сейчас для вас, подрастающего поколения, актуальна? Ну, сейчас, мне кажется, больше берет как-то ажиотаж. То есть сейчас как раз подрастающее поколение должны знать вот наших героев, потому что именно благодаря ним мы сейчас так мирно живем. Ну вот как-то... А дедушки, бабушки, прабабушки, наверное, прадедушки в вашем случае, они воевали или были, скажем так, тыловыми работниками? У меня не было деда, который воевал, но у меня бабушка была на Тулу. Да, в Тулу. Да. Все мы дети, внуки и правнуки войны, по сути, да? Ольга. Да, мы хотели бы узнать про программу. Да. Да. Вот на днях мы уже запустили наш проект. То есть у нас была презентация проекта, мы провели классный час в нашей школе. Дальше у нас будет онлайн-викторина на военную тематику. Затем конкурс песен среди старшеклассников города Якутска. Дальше у нас вот издание открыток будет. И завершающим этапом у нас будет флешмоб «Чорон Победы», в котором будут участвовать и учителя, и ученики, и родители нашей школы. А когда и где, и в каком виде это пройдет?
Это будет в нашей школе, МОБУ СОШ номер 1. Поэтому, пользуясь случаем, зовем наших зрителей, да, поучаствовать, учеников школы, принять активное участие. Когда это будет? Ну, точных дат мы не знаем, но... Весной в апреле мы планируем, да? Идея такая, чтобы подхватили вот эту идею, возможно, все школы, да, организации, сделали флешмобы, да? И так как вот эти дети обучаются по соседству с нами, мы находимся на Ленина 36, и школа рядышком с нами, и мы контактируем частенько. И чуроны Победы, вот 75 чуронов мы, больших чуронов, вот 75 лет назад был цех Победы, и там пили из чуронов кумыс, да, кумыс Победа. И вот на манер этого мы хотим сделать флешмоб, и будут дети тоже участвовать на этом флешмобе. И, конечно же, на конкурсах, которые они будут организовывать, мы будем предоставлять призы. Это будет хор, это будет онлайн-конкурс чтецов, да? Онлайн-викторина и конкурс песни хор. Ну что, 7 марта, да? В апреле, наверное. В апреле, да? Это будет в апреле. Да. Ну что ж, это хорошая инициатива, ребята. Да. Прям вот слушаю вас и радуюсь, и горжусь, что у нас такое подрастающее поколение. Ну, я надеюсь, что да, другие школы подключатся, и в апреле у нас будет настоящий бум подобных акций. Спасибо большое, что пришли. Спасибо большое, что пришли. Хорошего дня. Друзья, ну а вы не переключайтесь. После короткой рекламы мы продолжим. Будет интересно. Ну что ж, еще раз доброе утро, наши телезрители. Давайте сейчас еще раз повторим, какая же погода ждет нас на сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Утром в центральных улусах минус 11, минус 17, днем минус 7, минус 12. В заречных минус 13, минус 27, днем минус 8, минус 18. В южных минус 18, минус 21, днем минус 9, минус 10. В Вилюйских минус 18, минус 23, днем минус 9, минус 14. В Нижнеленских минус 16, минус 22, днем минус 12, минус 16. В западных минус 14, минус 19, днем минус 7, минус 12. В Колымо-Индигирских минус 12, минус 26 и днем минус 10, минус 18. В Янских улусах минус 16, минус 22. Днем минус 15, минус 18. На северо-западе минус 12, минус 26, днем минус 12, минус 20. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха минус 16 градусов, атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер западный 2,5 метров в секунду, днем ожидается минус 8, минус 10 градусов. Но эти дни у нас в Якутске прям снежные, да, 3 дня идет снег. Ну, у кого частные дома, на самом деле, и свое подворье, они буквально, как говорится, плачут, убирают и убирают этот снег. Друзья, на самом деле погода радует, настроение у всех хорошее, и, надеюсь, вы же помните, что эта неделя, это масленичная неделя. И сегодня пятница, называется «Тещины вечерки». В пятницу обычно зятья принимали тещи в гости. Они приходили не одни, с подругами, таким дружным коллективом, но за угощение на столе отвечали дочери. Завтра, в субботу, невестки встречают родственников по линии своего мужа. И заловка обязательно должна получить подарок. Так что мотайте на ус, зовите в гостей. Ну и, конечно же, масленичные гуляния закончатся в воскресенье, которое называется прощенным. В этот день принято просить прощения за все обиды, которые вольно или невольно мы причинили другим людям. Принято просить прощения и принято прощать. Так что, друзья, успевайте. 3 дня мы печем блины по всеразличным рецептам, встречаемся с родственниками, просим прощения. Ну а в понедельник Великий пост. Ну, блинчики на самом деле готовятся круглый год, но в эти дни обязательно готовьте их каждый день. Ну что ж, далее хотели бы мы рассказать немного о вакансиях, которые актуальны на этот день. Требуется в организацию «Колмар» заместитель директора по материально-техническому снабжению, экономист по труду, гидрогеолог подземный, маркшейдер подземный, сметчик,
ведущий специалист контрольно-ревизионного управления. Ну что ж, достойный уровень заработной платы. Это обеспечивается полный социальный пакет. По всем вопросам обращаться по телефону 7 411 47 97 179 или по номеру сотовому 8 924 879 76 32. Также компанию «Колмар» требуется инженер АСУТП, механик на обогатительную фабрику, начальник смены на обогатительную фабрику, инженер по комплектации, ведущий инженер по технологиям подземным, электрослесарь подземный, горнорабочий подземный, электрослесарь, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, слесарь по КПА, наладчик по КПА, водитель погрузчика, кузнец на молотах и прессах, резчик металла на ножницах и прессах, аппаратчик по приготовлению реагентов. Напоминаем, что достойный уровень заработной платы они обеспечивают. Также обеспечивают полным социальным пакетом. По всем вопросам обращаться по телефону 741147 97 179, либо по сотовым номерам 8 924 879 76 32 и 8 924 877 33 17. Ну и красной нитью весь вот этот начавшийся год проходит тема победы в Великой Отечественной войне. Друзья, мы уже не раз говорили вам, что принимаем от вас видео с исполнением самой любимой, я думаю, песни военных лет «Катюша». Итак, вам нужно собраться коллективом от 10 человек, отрепетировать хорошенько эту любимую песню, снять ваше выступление на видео. Если снимаете на телефон, поставьте его в горизонтальное положение и, собственно, отправляйте к нам на электронную почту утро НВК saha@mail.ru, и тогда вы появитесь у нас в прямом эфире. Собственно, сейчас мы и посмотрим очередных участников нашего флешмоба. Приближается главный праздник весны. Землячество Верхнеколымского района в городе Якутске «Розовая чайка» присоединяется к акции национальной вещательной компании «Саха» и поздравляет всех жителей нашей республики с 75-летием Великой Победы. Низкий поклон и благодарность дорогим ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Спасибо вам за этот великий праздник, который сегодня объединяет всех нас. И пусть в эту победную весну во всех уголках нашей огромной страны звучат песни, которые поднимали дух солдат, которые вселяли надежду и приближали победу. Для вас звучит легендарная военная песня «Катюша». Слова Михаила Исаковского, музыка Матвея Блантера. Аккомпанирует самодеятельный мелодист, отличник культуры Республики Саха-Якутия Татьяна Бандерова. Берег на Крутой.
Сегодня у нас в гостях Антонов Анатолий, ученик 11 класса физико-технического лицея города Якутска, победитель многих научных конференций, а также всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Анатолий уже с юного возраста занимается созданием космических спутников, представьте себе, и будучи школьником уже принимает участие в реальном запуске космических аппаратов с партнерами, с которыми он познакомился благодаря конкурсу. Доброе утро. Доброе утро, Анатолий. Ну, очень серьезный ты молодой человек. Вообще, как ты решил заняться наукой? Ну, скорее всего, это произошло благодаря моему учителю Романову Юрию Николаевичу, это учитель информатики физико-технического лицея, а также благодаря региональному этапу конкурса «Большие вызовы», на котором мы участвовали, ездили в Ленинский край, неделю там были, и вот вместе с ребятами из Зеленгерис сделали вот этот вот прототип. Ну, расскажи про него. Что это прототип космического аппарата форм-фактора CubeSat, то есть как бы спутник в форме куба 10 на 10 на 10 сантиметров. Первый спутник нашей республики. Надеемся, что да. Вот что это за региональный этап был, да, и проект, цель его, да, как реализовывался? Из чего, во-первых, это все сделано? Это корпус распечатанный из 3D-пластика, а внутренности уже там разные палаты и так далее. То есть на нем мы отрабатывали алгоритмы ориентации. Можно аппарата. я покажу это на камеру, вот, скажем так, ну, в части, которая открыта, да? Сейчас оператор постарается взять, а ты рассказывай. А ты расскажи, да. Это прототип. Да, это прототип, он сделан из 3D-пластика и так далее. Он создан для того, чтобы отработать, вот видите, там находится блинчик внутри. Он должен вращаться и стабилизировать аппарат, пока он находится в космосе непосредственно. То есть это не летает, это пока модель, да? Да, это очень упрощенная модель, но она будет точно такого же размера и примерно такого же вида. Вы работали в центре Сириус. Вот что это за центр? Да, после регионального этапа мы прошли собеседование, нас пригласили в образовательный центр Сириус, он находится в городе Сочи. Это очень замечательное место, но о нем рассказывать, наверное, времени нет. В нем мы работали вместе с компанией Sputniks над настоящим уже серьезным аппаратом. Это 3-юнитовый CubeSat, то есть вот точно такой же спутник, только он как бы 10 на 10 на 30. То есть больше просто, 3 таких да? кубика друг на друге стоит, да. Он был создан для дистанционного зондирования Земли, в частности для экологического мониторинга. То есть мы отслеживали таяние льдов, вырубки лесов и так далее. Вот он на фотографии, он там стоит. О, большие такие, да? Насколько нам известно, вы до сих пор работаете с партнерами, да? Да, с компанией И Sputniks. какие планы вы еще ставите перед собой? Мы собираемся запускать первый якутский спутник. То есть наша команда, нас 3 человека, может даже больше. И для этого мы активно сотрудничаем с компанией Sputniks. Они нам очень помогают, советуемся с ними. И часто встречаемся в Москве, пока мы прибываем. Анатолий, скажи, кто твои коллеги? Да. Одноклассники? Да, одноклассники. Петров Андрей и Ларионов Тимур. У нас команда такая. Как здорово, Якутский спутник, первый якутский спутник, звучит очень серьезно. Куда вы его отправите и какие у него будут функции и задачи? У него, скорее всего, будет научная нагрузка, будет алгоритм ориентации благодаря электромагнитным катушкам, встроенным в солнечной панели. То есть это проект Института прикладной математики имени Шафера, имени Келдыша. И также там будет еще несколько тестирование внутри аппарата, то есть ничего он снимать и так далее не будет, но он будет проверять разные алгоритмы. То есть такой прототип, но действующий, да, по сути? Ну, не то, что прототип, но он как бы... У него научно полезная нагрузка, это очень такие узкие вещи. Ну, если сказать простыми словами, чем он будет полезен? То есть существуют компании большие, которые собираются использовать какие-то новые технологии, но проверять их на больших дорогостоящих спутниках это очень чревато, так как... Затратно. Да, затратно. И поэтому они проверяют его вот на таких маленьких аппаратах. CubeSat на самом деле очень распространенный формат. На самом деле это самый наибольшее количество спутников именно к формату CubeSat. И скажи мне, вот у меня вот такой вопрос. Ну, мешает ли тебе учиться? Или это основная твоя учебная задача? На самом деле, да, немного мешает учиться, так как постоянно приходится быть в разъездах, на конференциях, на соревнованиях. Вот я, грубо говоря... Успеваешь? Как успеваешь, правда? Ну, успеваю, да. Стараюсь успевать. Расставляете. А поступать куда собираешься? Поступать в Москву. Там несколько вариантов, вроде МАИ, МГТУ, Бауман и так далее. Ну, я думаю, любой университет, да, с радостью. Руками тебя оторвут. Анатолий, реализуй свой проект. Я знаю, что у вас он по плану в 2021 году летом. Я надеюсь, что мы с тобой еще увидимся в этой студии, когда все получится. Спасибо большое, что пришел. Спасибо большое, что пришел, да. Друзья, ну что ж, мы прощаемся. Да, завершаем эту неделю и передаем слово нашим коллегам из Якутского блока. Хорошего вам дня.